победил Адлет Абдибалиев и Мыхтыбек Ускомбаев в красном углу. Напомню, что он выиграл решением. Ну а Адлет Абдибалиев выиграл за счет того, что секунданты Канабека Бейшеева отказались дальше продолжать тот самый бой. И бой, друзья, начинается сейчас. Джебами показывает, постоянно двигается. Много информации дает сейчас Адлет Абдибалиев. Очень технично. Хороший фронт сейчас заряжает боец. Но защищается неплохо здесь Ускомбаев. И проход в ноги. Ну и в партере сейчас борьба продолжается. Напомню, друзья, что вы смотрите канал КТРК Спорт. В прямом эфире турнир WEF Гран-при 2. Это второй турнир Гран-при в рамках World Air Time Federation. И напомню, что по регламенту в этом турнире бои длятся 4 минуты по 3 раунда, 1 бой. Так. Здесь в партере сейчас у сетки работают спортсмены. Очень неудобное положение сейчас для Адлета Абдибалиева. Потому что ему приходится просто защищаться. Больше никаких вариантов у него нет. Атаковать он не может. Хотя, опять же, в некоторых видах спорта это положение является атакующим. Но не здесь. Не сейчас. Сильнейший удар сейчас наносит Мыхтыбек Ускомбаев. Рефери пока что смотрит за активностью бойцов в этом положении. Ну, вроде как все в порядке с активностью. На боковой контроль сейчас выходит Мыхтыбек Ускомбаев. И вот уже полный контроль соперника. Кто пытается уйти. Забрать ногу тоже хотел. Не получилось это сделать. Очень такой вязкий раунд получается. С одной стороны, понятно, бойцы не хотят получить травму. Потому что, напомним, чтобы победить в турнире, чтобы выйти в финал, нужно провести 4 боя. 4 боя за один вечер. Это очень много. Вообще, за один год 4 боя проводить, это тоже достаточно рискованно. Но здесь 4 боя за один вечер. Такой вот хардкорный турнир. А тем временем здесь армбар. Попытка взять рычаг локтя. Пока что не получается взять его. Но, тем не менее, попытка была неплохая сейчас у бойца. И все-таки да. В первом же раунде, друзья. В первом раунде за 3 минуты 6 секунд болевым приемом на руку победу одержал и проходит в полуфинал Ускомбаев Мыхтыбек Ускомбаев побеждает. Браво.